Здравствуйте, я приветствую вас в эфире телерадиокомпании ГРТ. На ваших телеэкранах программа «Обсуждаем вместе». Меня зовут Ирина Кара. И сегодня у нас на повестке очень важная тема, которая касается нашего родного с вами языка гагаузского. Говорю родного, потому что в этой студии сидят представители именно гагаузской автономии, а по ту сторону экрана с нами по скайпу сейчас я вам представлю всех гостей, которые будут задействованы сегодня в нашей программе. Итак, сегодня с физическим присутствием в студии у нас Наталья Николаевна Кристева, начальник Главного управления образования Гагаузии. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Елена Федоровна Патраман, менеджер детского сада, город Камрат. Елена Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях примар населенного пункта Бешалма Валерий Мош. Здравствуйте. Здравствуйте. Общественный деятель Михаил Влах. Также у нас в студии. Михаил Петрович, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. И по видеосвязи сейчас с нами по скайпу Даниэль Воды, пресс-секретарь правительства Республики Молдова. Господин Воды, здравствуйте. Рада вас приветствовать и благодарю за то, что вы нашли немного времени для того, чтобы с нами пообщаться. Добрый день. Всегда рады, спасибо за приглашение и приветствую всех участников студии. Я благодарю вас, господин Вода. Еще раз отмечу, что, к сожалению, вы сможете присутствовать с нами только 15 минут, потому что у вас сегодня четверг, загруженный день, мы это прекрасно знаем. Но все же ваше мнение по этой ситуации нас очень также интересует. Мы хотим спросить у вас вашего мнения. Но для начала, для того, чтобы мы обсудили эту тему, я предлагаю вместе с нами посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги. Приказ номер 122 от 27 января 2025 года, утверждающий нормы сотрудников дошкольных учреждений, включает должность преподавателя румынского языка, но не предусматривает позицию преподавателя гагаузского языка. Министерство образования поясняет, что возможность нанимать дополнительные кадры предоставляется учредителям дошкольных учреждений, то есть примарам, но за счет собственных средств. Приказ о новом штатном расписании вступит в силу 1 августа текущего года. Министерство образования и исследований Республики Молдова поясняет, учреждение может утвердить увеличенные нормы персонала в пределах имеющегося бюджета. За счет собственных ресурсов могут быть трудоустроены и другие единицы персонала согласно классификатору занятий Республики Молдова. Дополнительный персонал может быть трудоустроен на определенные периоды или посредством подписания договора на оказание услуг. В настоящее время в 56 детских садах Гагаузии работают более 70 педагогов, обучающих детей гагаузскому языку. Если вот предыдущий приказ 99 года, он так и назывался, о временных штатах, и финансирование детских садов строилось совершенно по другому принципу и не учитывалось там количество штатных единиц и какие-то штатные единицы, то сейчас это уже конкретное штатное расписание, и пункт 2 приказа четко обозначает, что штатное расписание предусматривает максимальное количество должностей, которое может быть установлено в преддошкольных, дошкольных и так далее. То есть это максимум. Все остальное – это уже за свой собственный счет, за свой собственный бюджет. Руководители детских садов и педагоги направили письмо на имя министра образования, где подчеркивается важность сохранения преподавания гагаузского языка в дошкольных учреждениях и его роль в поддержании культурной идентичности региона. В детском саду номер 9 муниципия Камрат работают 3 педагога гагаузского языка. Обращаемся с просьбой к Министерству образования, лично к министру Дану Перчину, чтобы они пересмотрели этот вопрос, посмотрели, изучили и решили положительно нашу проблему. Я думаю, что это решится положительно, потому что в Гагаузии всегда гагаузский язык изучался, начиная с детского сада. И мы не сможем подготовить детей к школе. Мы знаем, что тут целая программа на уровне А1-1. В Гагаузии более 10 лет реализуется программа, направленная на параллельное изучение гагаузского и румынского языков с раннего возраста. Эта программа доказала свою эффективность. Дети осваивают оба языка, что способствует развитию их коммуникативных навыков и улучшению их социальной адаптации в мультикультурной образовательной среде. Но я вообще не понимаю, как мы можем обойтись без специалистов по гагаузскому языку. В крайнем случае, все равно мы их переведем в группу воспитателям.
но они будут уже, может быть, говорить с этими детьми на гагаузском. Должность преподавателя гагаузского языка ранее была включена в штатное расписание дошкольных учреждений. Однако в новом приказе Министерства образования эта должность отсутствует. В среднем зарплата одного педагога в пределах 10 тысяч, 10-11. Начинающий педагог 9200. У нас 85% педагогов – это квалифицированные учителя, воспитатели, которые имеют дидактическую степень, имеют стаж работы. Поэтому, если особенно несколько детских садов в населенном пункте, то цена вопроса будет достаточно внушительной, чтобы сохранить эти единицы. А задача стоит сохранить эти единицы во что бы то ни стало. И даже если мы не найдем поддержки и не будут внесены изменения в приказ, конечно, мы будем предпринимать все меры для того, чтобы сохранить этих людей и продолжить изучение родного языка в наших детских садах. Это создает дополнительные трудности для местных властей и образовательных учреждений, так как бюджетные возможности на местах ограничены, отметил примар села Кангас Михаил Есир. Он подчеркнул, что ради продолжения обучения дошколят гагаузскому языку придется отказаться от инфраструктурных проектов. Мы и так мало имеем для развития финансовых средств. Еще содержать каждую единицу у нас это выйдет под 1 миллион лей, потому что у нас 5 детских садов, 6-7 единиц. Вот и посчитайте их заработную плату, соцфонд, вот эти все отчисления медицинские, все остальное. Придется вообще тогда всю инфраструктуру нашу приостановить, модернизацию и все остальное, и только работать на заработную плату. Родной язык надо изучать. Я вырос, меня бабушка, дедушка, мама, папа учили. И я своих детей учил. И хочу, чтобы и внуки тоже учили. Главное управление образования Гагаузии призывает Министерство образования и исследований Республики Молдова внести изменения в приказ номер 122 и включить в штатное расписание должность преподавателя гагаузского языка. Это позволит сохранить преподавание родного языка в детских садах Гагаузии и поддержать существующие образовательные практики, направленные на развитие детей в мультикультурной и многоязычной среде, отмечают специалисты. Уважаемые гости, я хочу отметить, что господин Вода не слышал сюжет по техническим причинам, поэтому если вдруг, чтобы мы не ссылались на этот сюжет. Господин Вода, вы с нами, да? Да, конечно. Ну, этот сюжет рассказывал о ситуации, которая возникла. Я знаю, что вы в курсе всей этой темы, поэтому я задаю вам вопрос. Вчера на официальной страничке Министерства образования, и вечером я видела тоже, вышла статья «Stop False». Вы отреагировали на все, что говорят гагаузской автономии, на высказывания примаров, на высказывания начальника Главного управления образования. Башкан также подчеркнула, что это неправильно на своей страничке в социальных сетях. Было высказывание нескольких общественных деятелей, примары также говорили об этом. Скажите, пожалуйста, вот почему вы считаете, что это все-таки false? То есть обман или дезинформация, как вы говорите, господин Вода? Вот какие у вас аргументы? Да, спасибо большое, спасибо за приглашение. Я хочу, чтобы все люди, которые смотрят этот эфир, знали, что при любых обстоятельствах вы найдете поддержку. Я обращаюсь здесь к людям, ко всем тем, кто хотят решить проблему изучения гагаузского языка. Вы найдете поддержку в лице парламента, правительства и администрации президента Республики Молдова. Это очень важно. То есть каждый гагауз должен знать о том, что мы должны все работать совместно на то, чтобы гагаузский язык знали в селах и городах Гагаузии. У меня очень много гагаузских знакомых, и все знают, что гагаузские бабушки, которые хранители этого языка, которые говорят на нем, хотят разговаривать на гагаузском языке с внуками, хотят разговаривать на гагаузском языке в селах и городах Камрата. Я хочу ссылаться еще до того, как ответить на ваш вопрос, на недавнюю речь президента страны Майи Санду, который, обращаясь к народу Гагаузии в контексте юбилея автономии, сказала, что мы все вместе
вместе должны работать над государственной программой по изучению гагаузского языка. И даже недавно вот премьер страны был в Вулканештах, и состоятельная часть разговора была с примарами Вулканешского района о том, как гагаузский язык должен быть везде, на зданиях примарии, как и флаг, да, на табличках, на информационных панно, потому что сейчас мы видим, к сожалению, что это не происходит. Есть, к сожалению, и официальные лица автономии, которые не владеют языком и которые не общаются на нем. И поэтому ваша тема передачи очень важна, потому что гагаузский язык должен изучаться с детских садов. И число людей, говорящих на гагаузском языке, к сожалению, на данном этапе уменьшивается. То есть много разговоров, но мало программ и инициатив, которые бы поощряла, особенно среди молодежи, изучение языка, который находится под угрозой исчезновения. И поэтому центральные власти хотят работать все вместе с теми представителями и со всеми партнерами для того, чтобы было больше программ по изучению, чтобы эти программы были поддержаны и на местном уровне, чтобы на это выделялись деньги. И теперь я вернусь к вашему вопросу. Министерство образования имело исчерпывающий пресс-релиз, и я хочу, чтобы коллеги из Департамента образования, которые могут и позвонить, и выслать официальное письмо, и иметь канал общения прямой с коллегами из Министерства образования, чтобы они связались, сработались, нашли общий язык, будь то это румынский, русский. К сожалению, не уверен, если в министерстве есть кто-то, кто говорит на гагаузском, но язык общий нужно найти, так как Министерство образования подчеркнуло, что ответственность по штатам, да, то есть по тому, чтобы у нас было больше преподавателей, больше воспитателей, которые владеют гагаузским языком, это, конечно же, на усмотрение учредителя. В этом контексте учредители это уже на местном уровне. И в соответствии с действующими правовыми нормами Министерство образования говорит о том, что мы должны дать больше автономии учредителю для того, чтобы из собственных ресурсов нанимать дополнительные штатные единицы в соответствии с этими классификаторами профессий Республики Молдова. И тот посыл, который дала госпожа президент, это посыл объединения, это тот факт, что мы одна семья, то есть и молдаване, и гагаузы, у нас один дом, и мы должны думать о том, как эта семья может жить лучше и процветать. И здесь я хочу напомнить, что главная цель — это сохранение гагаузской идентичности, развитие культуры, развитие языка. Это важно для всех. И для центральных областей тоже. И давайте, если есть какой-то план, который можно рассмотреть конкретно, давайте его обсудим, давайте посмотрим, как мы можем сработаться, как мы сможем найти решение по этому вопросу всем вместе. И еще один призыв к сотрудничеству, это, конечно, касается того, что многочисленные проекты, которые реализовались в автономии, это проекты из общего бюджета Республики Молдова. Я здесь напомню «Европейское село», программу, которую знает каждый мэр автономии. Господин Воды, я просто знаю, что у вас не так много времени, 15 минут. Я бы хотела немножко вернуться в студию к теме, которую мы сейчас обсуждаем. Я на правах модератора скажу несколько реплик. Если вы говорите о том, что госпожа президент Республики Молдова Майя Санду, и мы видим, что она приезжала и во Вдарму, и говорила с некоторыми представителями о том, как важно и нужно поддержать гагаузский язык, о той встрече, на которую вы сейчас ссылаетесь, которая была приурочена к 30-летию образования гагаузской автономии, были представители гагаузской общественности, но хочу отметить, что не было ни одного представителя из общественно-вещательной компании ГРТ, которая на минуточку является единственной в мире, которая продвигает, говорит на гагаузском языке, что, конечно, тоже, я думаю, обидно. Может быть, не мне, но моим коллегам, я думаю, однозначно, потому что именно они уже более 30 лет говорят и продвигают гагаузский язык. Я уважаемая надеюсь Ирина, на то, что на это обратят внимание. Согласен полностью с вами. Вообще, мне кажется, что в контексте того, сейчас есть много дискуссий по поводу продвижения языков национальных меньшинств страны. Мне кажется, что в эфире ГРТ это самый хороший момент для того, чтобы были программы по изучению румынского языка, гагаузского языка, да, русского языка, украинского языка для людей, которые живут в автономии. То есть эти программы должны быть разрабатываться. Я буду, кстати, как гражданин этой страны только рад, если эти программы будут больше организованы и в эфире
эфире ГРТ. А что я хотел сказать, недавно госпожа президент общалась с гагаузскими журналистами. Журналист Екатерина Жекова брала интервью. Опять-таки без нас, господин Вода, еще раз подчеркиваю, что... Да, журналист Екатерина Жекова общалась. Мне кажется, что важно, чтобы вы подали запрос, и я уверен, что коллеги из президентуры, коллеги из правительства, так как я, видите, с вами постоянно с радостью общаюсь, будут рады еще раз объяснить. И кстати, мы говорим про детские сады и школы. Я хочу здесь напомнить истину, да, простую, статистическую, да. За последние 5 лет Европейский Союз с правительством Молдовы инвестировали 1 миллиард лев в гагаузский регион. Это школы, это дороги, это больницы. То есть это все, мне кажется, даже, кстати, дороги, отремонтированные в Камрате, на гагаузском языке написано, что это за деньги европейских налогоплательщиков. Это важно, чтобы все знали, и мы, чтобы это организовали, чтобы это все было, чтобы об этом знали во всех населенных пунктах. Я переживаю, что мы не успеем автономии. поговорить с вами. У вас 15 минут. Наталья Николаевна, я вот предлагаю вам также начать, может быть, парировать господину Воду, пользуясь случаем, что 15-20 минут. Мы немножко уходим от темы. На те темы мы не против говорить, мы будем на них говорить и ждем вас, господин Воду, всегда в нашей студии. Наталья Николаевна, вот все-таки приказ, насколько я понимаю, 1 августа вступит в свои силы. И то есть, что из этого следует? Расскажите, пожалуйста. Я все-таки, пользуясь тем, что, господин Вода, мы вас приветствуем, пользуясь тем, что вы сейчас сказали о том, что вы готовы на национальном уровне поддерживать программы по развитию гагаузского языка, я хочу вернуться к 3-летней истории, где действительно идет полная дезинформация из уст первого лица нашего государства, которая лично нам предложила разработать проект национальной программы по изучению, продвижению, развитию гагаузского языка. И мы направили в адрес президента в 2023 году эту программу, вот она вся программа. И мы получили ответ. Канцелярия президентуры перенаправила эту программу в Министерство образования, и мы получили ответ 17 августа 2023 года, где нас хвалят за то, что мы предпринимаем какие-то меры и так далее. В то же время указывает, что средний балл кандидатов, сдающих национальный экзамен на степень бакалавра, растет неуклонно и так далее. И, естественно, говорят о том, что у вас свой бюджет, своя финансовая автономия, поэтому это ваши местные вопросы и ваши местные проблемы. Я не знаю, знает ли президент об этой программе или нет, но лично ей в адрес было выслано, в адрес правительства, в адрес Министерства образования. Никаких реакций не последовало. Что касается наших действий, у нас есть свой закон о расширении сферы применения гагаузского языка, у нас есть своя программа, которая ежегодно принимается, у нас есть свой фонд, из которого выделяются деньги на развитие языка. У нас делается очень много бесплатно, конечно. У нас трудятся педагоги, общественные деятели, телевидение и так далее. Поэтому упрекать сегодня гагаузское сообщество в том, что оно не заинтересовано в развитии своего языка, это, по крайней мере, некорректно. Что касается детских садов. Опять же, в свете вот этих заявлений, понимаете, вот не было бы так обидно, если бы не звучало вокруг вот такой риторики о том, как все хотят поддержать развитие нашего языка. Приказ мы получили в феврале месяце. Естественно, мы были озадачены, мы с коллегами его обсуждали. Мы понимали, что нам придется как-то лавировать, и, естественно, никто не будет сокращать этих учителей. Естественно, что преподавание гагаузского языка сохранится в садиках любой ценой. Но вы нас поставили в такие рамки, вы, я говорю, центральная власть, что мы действительно, понимаете, вот в рамках существующего бюджета, за свой счет. Почему вы нас вгоняете в рамки? Почему нельзя было наряду с учитель румынского языка поставить учитель родного языка? Откройте скобки. Болгарского, у нас Кирсова изучает болгарский язык в детских садах. Гагаузского, украинского в Ферапонтовке изучает. Язык ромов, давайте его будем изучать, если это есть, в этом есть необходимость. Зачем вы нас загоняете в рамки? Зачем вы нас заставляете что-то придумывать, что-то изыскивать, кого-то на кого-то менять? Да, кстати, я хочу отметить, что это хороший приказ с некоторых позиций, потому что он официально закрепляет должность психолога, вспомогательного педагога, специалист по обработке данных. Это очень нужно сегодня, актуально в детских садах.
Но вот такой сенсибельный вопрос, понимаете, мне кажется, ничего не стоило центральным властям включить и официально закрыть на этом вопрос. Ведь в учебных планах в школах есть учителя родного языка. Что мешает включить в штатное расписание детских садов, тем более учитывая, что у нас 20 лет эта практика ведется. У нас министр образования, последний министр образования, несколько раз был в детских садах, присутствовал на занятиях, хвалил эту программу. И вот так отнестись к этому, это как раз подчеркивает, наверное, обратное, то, о чем декларируется с высоких трибун. Поэтому наша просьба: не ставьте нас в рамки, не заставляйте нас обманывать, не заставляйте нас лавировать, не заставляйте нас изыскивать свои средства для того, чтобы продвигать, либо не говорить обратно. Господин Вода. Во-первых, спасибо, госпожа Кристева. То, что я услышал от вас, это говорит о том, что нам нужно не только на телевизионных площадках встречаться, обсуждать это, а конкретно по каждому случаю. Вы знаете, господин Дан Перчун никогда, ни в один момент не отвечал негативно или не говорил, что он не хочет обсуждать какие-то те или другие темы. Всегда была открытость. Вы это знаете и на личном уровне, вы это знаете и на уровне ваших коллег из любого управления образования нашей страны. Это не решение или это не приказ, который изменяет что-то в автономии Гагаузии. Вы это хорошо знаете. Вы, во-первых, вы педагог, и вы очень уважительно относитесь к своей профессии, вы уже уважительно относитесь к преподавателям детских садов, школ и так далее. И вы знаете, и для вас, и для нас это большая боль, что автономия, которая была создана для защиты языка и культурного наследия гагаузов, сейчас по статистическим данным число носителей гагаузского языка снижается, особенно среди молодежи. Это большая трагедия, о которой говорит президент с высокой трибуны. Президент не должна заниматься же каждым планом из каждого региона. Президент подчеркивает направление. Министерство создает рамки. Если вы считаете, что эти рамки, эти скобки, которые нужно добавить в этом контексте, напишите эти предложения, которые обязательно нужно рассмотреть. Но по денежным вопросам, уважаемая госпожа Кристева, я сейчас закончу, и потом сможем еще парировать с удовольствием. Что я хотел сказать, это то, что на местном уровне должны выделяться деньги. Не там на какие-то там концерты, которые сегодня есть, завтра нет, а конкретно на то, чтобы обучался гагаузский язык, преподаватели, чтобы работали и помогали молодому поколению изучать и говорить на своем родном красивом гагаузском языке. И чтобы статистика исправилась. И я обязательно, с вашего позволения, я проверю, то есть возможность с коллегам из Министерства образования, переговорю с господином министром по поводу тех предложений, которые вы высылали. Мы все проверим в деталях. Если что-то не было учтено, то мы обязательно будем на обратной связи, и мы найдем решение этих проблем. Потому что для детей, для будущего поколения это правительство, господин премьер-министр, команда правительства всегда работает на благо поддержки образовательных учреждений всей страны. И поэтому я говорил про тот миллиард, когда меня перебила Ирина, но для меня это было важно сказать. Это миллиард лей для школ, для больниц, для детских садов автономии. То есть это будущее, это поколение, которое будет составлять будущее нашей страны. Будем работать вместе, найдем решение. Сейчас не время каких-то там политических моментов или использовать эту тему в политическом контексте. Это будет неуважительно гагаузскому народу, и поэтому я хочу сделать такой публичный призыв. Давайте вместе популяризировать гагаузский язык в автономии. Давайте будем партнерами в этом задействии. И вы правильно сказали, что в этом ответе, который президентура вам направила в 2023 году, вас поддержали в письменном виде и сказали, это правильно. А по поводу денег, если есть проекты, инициативы, сейчас, вы знаете, европейские фонды, Евросоюз поддерживает национальные меньшинства, то есть там можно найти деньги, возможности. Но для этого нужно, давайте продвигаться вместе в одном направлении. Вы смотрите на Болгарию, смотрите на Грецию, смотрите на страны, которые такие, как и мы, которые еще страны-кандидаты. То есть это возможности для развития языка, культуры, традиций наших всех замечательных. Мы одна семья, давайте работать вместе.
Господин Вода, отличное предложение, поэтому предлагаю нашу площадку общественно-вещательной компании ГРТ для такого рода дискуссий, потому что кто, как не мы, можем ее предоставить. Я все-таки считаю, это не моя заслуга, это заслуга моих коллег, которые 30 лет здесь работают, продвигают этот гагаузский язык, что очень важно и ценно. Мы ждем и вас, и господина Перчун в этих стенах. Мы готовы предоставить площадку. Наталья Николаевна Кристева также открыта, я уверена, и все другие представители, жители гагаузской автономии. Поверьте, для нас это действительно очень важная и нужная тема, потому что язык – это тот способ общения, который есть между каждым народом. Хочу сказать реплику, помимо того, что вы сказали, что не нужно устраивать только концерты. В этой студии сидит прекрасная Елена Федоровна, которая не просто менеджер детского сада, и человек, который великолепно говорит на гагаузском языке, который идет от ее еще бабушки, человека, который носил фамилию Герасимова. Я просто знаю прекрасно эту женщину, знаю ее великолепный гагаузский язык. Так вот, госпожа Патраман, она гагаузский язык не только преподает, она еще и гагаузскую культуру продвигает, потому что участвует в одном из прекрасных гагаузских ансамблей. Ведь гагаузский язык – это не только слова, это жест, это движение. И кому, как и мне, это рассказывать, господин Вода. Но я все-таки подключу к нашей беседе еще раз Наталью Николаевну, которая парировала вам, и чтобы не перебивать. Я знаю, что было направлено письмо, Наталья Николаевна, где более 100 преподавателей и менеджеров поставили свои подписи. Им за Ларыкой Дулар. Более 100 преподавателей гагаузского языка в детских садах и менеджеров наших ранних образовательных учреждений подписали петицию в адрес президента и в адрес министра образования, в котором единственная просьба: включите, пожалуйста, в штатное расписание на официальном уровне единицу учителя гагаузского языка, родного языка. Пусть будет. Да, и давайте, кстати, вы знаете программу президента по поводу продвижения педагога, да, профессии педагога. Нам нужны учителя, нам нужны воспитатели на гагаузском языке, на болгарском языке, и поэтому университет в Камрате. Да, и поэтому мы должны работать все вместе над этим. У нас полностью укомплектован штат преподавателями и в школах, и в детских садах. Все они имеют, большинство из них, более 80% дидактические степени. Более того, у нас есть своя собственная программа, где мы выплачиваем молодым специалистам, которые преподают родной язык, ежемесячно по одному окладу к заработной плате. Это тоже стимулирует их приходить в школы, в детские сады, и работать, и обучать родному языку. Поэтому у нас проблем в специалистах родного языка нет. Я благодарю вас, Наталья Николаевна. Господин Вода, я бы хотела подключить к нашей беседе глубоко уважаемую также Елену Федоровну. Елена Федоровна, вот скажите, пожалуйста, когда вы узнали о принятом приказе, о том, что он скоро будет уже действовать с 1 августа, что вы подумали, куда побежали, что стали принимать? Потому что я знаю, что вы, помимо того, что менеджер, ведете активную деятельность именно в гагаузской автономии, и за это вам большое спасибо. Добрый вечер. Заман Гайрулсын. Я вообще удивлена, почему в принципе этот вопрос стоит так. Потому что я думала, Согласен. что мы давно уже такую работу выполняем, что вообще в принципе априори этот вопрос не должен был стоять. Что значит нужны, не нужны? Да мы кровью, потом уже много лет, с 90-х годов уже все это настолько глубоко внедрили и живем в этом, что я счастлива, что я не политик. Вот прям счастлива. Вот горжусь профессией за то, что детство проживаю многократно. Что я с детьми, и мы не в этих вопросах не особо глубоко участвуем. Но когда получили, конечно, вот этот документ, я подумала, что он еще на доработке будет. Что он еще не совсем окончательно Мои коллеги принят. говорят, нет, это, наверное, техническая ошибка. Я точно так же подумала. И многие говорят, это техническая ошибка. Потому Нет, что, в принципе, этот вопрос не должен был стоять. Я даже не знаю, что стоит обсуждать, задавать вопрос, почему его там нет. Я даже не знаю, какой вопрос задавать. Как коллеги наши, которые... Сегодня у нас один из больших детских садов города Камрата. У нас более 300 детей воспитывается, 12 групп. И у нас 6 языковедов, 3 преподавателя румынского языка и 3 преподавателя
преподаватели гагаузского языка, и высококвалифицированные педагоги. У нас госуниверситет дает хорошие знания. У нас связываются на повышение квалификации с Кишиневым, с Крянгой, с госуниверситетом. То есть у нас уже такая глубокая работа идет в этом направлении, что сегодня говорить человеку, что он, возможно, останется без работы, потому что что? Потому что кто? Потому что почему? Я не знаю даже, какой вопрос задать. Понимаете? А я уже и не хочу говорить о том, какие... Не хочу, а хочу, громко хочу говорить, как родители подключились к этой работе, какой большой труд был положен для того, чтобы родителей вовлечь в это все. Сегодня родитель приходит и говорит, что еще, мы с вами, участвуют во всех мероприятиях, стали говорить с нами на нашем родном языке, нас это радует. Приносят гагаузскую утварь для того, чтобы показывать У нас детям. музеи такие красивые в детских садах открыты. У нас дети ставят постановки на гагаузском языке. Параллельно с государственным языком, потому что мы участвовали в 2017 году, мы были участниками по дуальному обучению, по билингвальному, да, проекта «Антем». Мы очень благодарны госпоже Лучи Куку. Чудесная программа. Мы взрослые все в этой программе. Мы прошли уже курсы обучения, уже курс Невелу уже до, и я уже прошла этот курс. То есть Уровень, да. это настолько приятная, ну не знаю, ну жизнь как-то ожила, жизнь, понимаете, что мы языки стали изучать, мы взрослые, дети, мы все вот в этом варимся. И что стоит вопрос о том, что не будет языковедов наших, гагаузский язык, ну как так может происходить вообще? Я не знаю. Господин Вода, я предлагаю еще послушать мнение гостей, которые у нас в студии, для того, чтобы вы сделали себе очень важные, нужные заметки. Я знаю, что все-таки вы выйдете к нам с обратным ответом очень скоро и состоится наша встреча. Я надеюсь, потому что, судя по тому, как господин Вода стал активно отвечать на наши звонки, он всегда был очень активным, но сейчас мы взяли... Ну, вы знаете, после того, как спикер ранее сказал, я хочу просто поаплодировать вашей работе. Я сказала, и что... мне кажется, что когда в вашем эфире, в эфире ГРТ, будут такие люди, светлые люди, открытые люди, которые будут говорить правду о том, как сотрудничают, работают ребята из Антема, которые просвещают гагаузских ребятишек для того, чтобы они изучали свой родной язык. Тогда наша Молдова станет сильной, здравой. Мне очень приятно с вами устно так познакомиться. Я хочу, уважаемые коллеги, которые до этого так мотивационально рассказала о своем опыте, сказать, что Министерство образования именно это вчера и подчеркнуло, что вот эти детали, которые были представлены как проблематичные, они решаемые, и учреждения, да, то есть школы, институты, я имею в виду образовательные учреждения, они вправе, имеют законное право утверждать такие единицы в зависимости от специфики потребностей детского сада и в пределах доступного бюджета, который есть на этом уровне. И госпожа Кристева сказала, что есть предложение. Я еще раз хочу повторить, мы проверим это все, и у нас будет обязательно обратная связь. И давайте вот именно на таких светлых проектах, на таких инициативах, где мы работаем вместе, где мы поддерживаем. И сейчас было такое мнение сказано, что вот с политической точки зрения вы не хотите там быть политиком, потому что вы считаете, что это как бы создает проблемы. Я хочу вам сказать наоборот, вот в политике именно такие светлые люди, которые работают на благо своего сообщества, работают на благо решения проблем. Когда такие люди будут, когда не будут думать о каких-то геополитических интересах, давайте не будем думать, что происходит там или в другом месте, а будем думать, как мы можем помогать ребятишкам, как мы можем пенсионерам помогать, как мы можем помогать людям иметь трудоустройство в стране, и тогда у нас все будет хорошо. Я сожалею, что я не могу быть у вас в эфире Господин дольше. Вода, только реплику от Елены Федоровны, пожалуйста. Она очень хочет вам... пожалуйста. Одну минуточку. Хочу Пожалуйста. сказать, что была очень приятная встреча у нас с Дан Перчуном. И достаточно тоже открытый человек. У меня впервые я встречалась у нас в детских садах. И хочу сказать, что он очень легко подхватывает наши идеи.
Супер. Да. И он вообще знает, да, что у нас нет гагаузского языка, не хотят нам давать. Так он подписал этот приказ. Нет, мне кажется, он что-то тут недоувидел. Он подписал его. Он настолько Господин Вода, нас отправляйтесь, слышал хорошо. нас снова к нам, И мы пожалуйста. подняли еще вопрос по физкультурным, по спортивным залам, потому что вот здесь в штатных единицах нам утверждают единицу физкультурника, но с ремарочкой такой, при наличии спортивных залов. А спортивных залов у нас нет в наличии. 1, 2, 3 учреждения. Не у всех. Поэтому, да, этот вопрос тоже как бы как вопрос. Но человек достаточно открытый. Мне показалось, что с ним можно решать Елена Федоровна, я вопросы. благодарю вас. Да. Я знаю, что господин Вода вынужден прекратить уже с нами беседу по своим уважительным причинам. У него много работы, он обозначил 15 минут, мы уже давным-давно вышли за этот протокол. Господин Вода, я все-таки жду, надеюсь на обратную связь. Мы ждем не только вас и господина Перчуна. Здесь у нас в гагаузской автономии, поверьте, таких людей, как Елена Федоровна, как Наталья Николаевна, у нас в Гагаузии очень много. Я знаю, что Республика Молдова полнится такими людьми, потому что каждый из нас рад тому, чтобы развивать свой родной язык. И для каждого он родной по-своему и свой абсолютно разный, как уже подчеркнула Наталья Николаевна, у нас очень много есть представителей разных национальностей. Мы Вы будем знаете, ждать, Ирина, мы сейчас готовы. вы сказали это, и я как пресс-секретарь имею встречное предложение, как говорится, ковать железо, пока это все горячо. Я делал это предложение и ранее. Дополнительно к этому, каждую среду правительство встречается на заседании правительства здесь, в Кишиневе. Мы приглашаем ГРТ участвовать в этом, мы приглашаем вашу съемочную команду. У вас есть определенные моменты, вопросы, которые вы можете задавать всем министрам. И мне кажется, это важная платформа. Вчера я, кстати, проверил ту информацию, которую вы в эфире, госпожа Короляк сказала про аккредитацию. К сожалению, ваша команда аккредитации подала в президентуру, но не в правительство. Мы ждем ваши аккредитационные здесь в правительстве. Эта процедура занимает 5 минут. Мы ждем представителей вашего телеканала у нас в здании правительства, чтобы мы обсуждали вот такие вопросы. Можно было из первоисточника, чтобы люди не волновались, потому что даже ваши Господин гости Вода, волнуются, говорят, встречаются с Станом Господин Перчуном. Вода, Замечательный человек, и он сможет ответить, помочь и решить эти Валентину проблемы. Всегда вас Даниловну ждем. мы обязательно поставим в известность. Я думаю, что она посмотрит эту нашу программу. И мы все сделаем, господин Вода. Буквально тезисно для того, чтобы наши пару предложений хотя бы. Я предоставлю слово господину Михаилу Влах. Уделите еще по 1 минуте, пожалуйста, нашим гостям, чтобы Ну, конечно, с удовольствием, говорили уже давайте. в этой студии, да, без вас, так будет правильно. Михаил Петрович, вот вы вчера также выходили с мессенджем в ваших социальных сетях, я видела ваше высказывание. Вот что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, ваша платформа. Вы знаете, приветствую студию, Даниил, приветствую тебя. Очень хорошо, что пресс-секретарь правительства, в принципе, неоднократно подключается к этим всем вопросам. И обратная связь в данной ситуации очень важна. И очень плохо, когда интерпретация идет, знаете, как неправильно, вроде бы и переписка, а вот мы не видим конечного результата. И тут то, что говорил Даниэль, мне кажется, надо, наверное, поставить уже на рельсы, чтобы, вот Елена Федоровна очень четко сказала, ведь мы же не говорим плохо, если действительно делается хорошо и десятилетиями, правильно? И об этом говорит Наталья Николаевна Кристева. И по большому счету, если мы возьмем, ведь государственный язык молдавский и гагаузский, в принципе, в садиках куется нашими воспитателями, и делается огромная работа. Я не буду сейчас говорить то, что сказала Елена Федоровна, но то, что говорит президент с высоких трибунах, о чем сказал Даниил, то, что действительно в ЮНЕСКО говорили, и это правда, что он давно записан как исчезающий. Мы никакое не нацменьшинство, мы признанный гагаузский народ, который формируем большое молдавское пространство, этот красивый многонациональный молдавский народ, то, о чем Даниил неоднократно говорил. У нас действительно, как Наталья Николаевна говорит, есть очень много прекрасных национальностей в Гагаузии, и мы, и болгарский, и украинский, и русский, и ромов, мы действительно стараемся вот эту вот инклюзивность, вот это вот все сохранить. Поэтому, Даниил, я действительно прошу тебя, чтобы ты действительно донес до министра образования, что есть
потребность не только от учителей, а от родителей сохранить вот это вот все, потому что разрушить это легче всего. И действительно, те деньги, которые приходят и которые дают блага, это же хорошо. Это никто не говорит, что это плохо. И то, что сказала Ирина, и концерты, и в том числе на гагаузском языке, на молдавском языке, на болгарском, которые проходят эти фестивали, это тоже хорошо. И вы знаете, худой мир, он лучше, чем любое противостояние. И вот тут мы действительно в Гагаузии неоднократно говорили, что мы готовы, и всегда наши двери открыты. Даниэль, вы это не раз от меня лично слышали. И я вас приглашал и еще раз приглашаю. Приезжайте сюда, не обижайте нас стороной. Мы вот, Елена Федоровна сказала, вот действительно я сам тогда встречал Перчуна, вы помните, Наталья Николаевна? Я же и в школе был в 5-й, и потом мы поднялись в Именецкую, мы были в университете в тот день, Даниил. Вас не было, но был министр образования. И я с ним тоже говорил, что послушайте, надо вести диалог. И 20 лет уже этому диалогу. Очень много министров образования слышали проблемы, очень много министров подключались к этим вопросам. Сегодня президент, как вы сказали, с высоких трибун и во Вдарме, и в других высоких трибунах, и во Франции там опять говорили, что да, гагаузский нужно поддержать. Ребят, давайте от слов переходить к конкретным делам. И деньги, они есть на эти все проекты. Если деньги есть, проекты на пропаганды разные, там, на телевизионные и так далее, на гагаузский и молдавский язык, действительно Гагаузия готова 2 руками распростертыми принять эти проекты. Вы сами их контролируете, курируете, мы за 2 руками. Поэтому мы, как общественники, готовы поддержать данную инициативу. Мы даже не готовы сейчас выходить на уровень митинга, чтобы поднимать эти вопросы. Я имею в виду сейчас именно вот этот момент, вот этот, Даниил. Что касается вот этого языка, и по поводу языковой темы, чтобы, вы знаете, раньше времени не уходить. У нас есть до августа месяца, и вы, как в студии сказали, вас сейчас смотрят все жители Гагаузской автономии, Молдавии, может, действительно, на коротком этапе можно этот вопрос снять с повестки дня. И действительно, в качестве родного добавить, в этом будет только плюс для нынешнего правительства и Министерства образования. Я коротко закончил. Господин Вода, я предлагаю еще сказать господину Мош, и потом мы вам дадим право на заключительную такую подытоживание всей ситуации. Если можно, разрешите. Господин Мош, Валерий Иванович, скажите, пожалуйста, вот исходя из той ситуации пока, которая сложилась, да, у нас, неужели все расходы лягут на плечи примарии, либо все-таки мы верим и надеемся, что через господина Воды мы вот передадим месседж, и все-таки этот вопрос будет решен по-другому. Добрый день, господин Вода. Спасибо за приглашение. Ну, исходя из того, что я сегодня немножко услышал, все-таки первый могу вывод для себя сделать, что все-таки в самом приказе отсутствует преподаватель гагаузского языка, и это не является фейком, это есть того, что мы сегодня здесь обсудили и выяснили, что действительно этого нету. Очень красивое слово вы сегодня затронули, децентрализация. Ну, децентрализация. Большая автономия. Почему-то это не касается финансов. Только если что-то штаты, пожалуйста, выводите. Но именно по финансовому выделению у нас почему-то это не получается. Я скажу, что несмотря на какие-то решения, какое будет принято, будут изменения, мы сделаем все, чтобы сохранить преподавателя гагаузского языка. Но я вам хочу одно сказать. Я вот взял у нас сегодня 6 групп. Это у нас ставка 25 преподавателя гагаузского языка. Это у нас в год 230 тысяч лей. Для населенного пункта, для бюджета. Это довольно-таки ощутимые финансовые средства. И нам необходимо будет изыскать эти дополнительные финансовые средства со стороны. Вы говорите о том, что необходимо писать проекты. Но вы же также знаете, что чтобы писать проекты, необходимо составлять проектно-сметную документацию. Все это, и это не дешевое удовольствие сегодня. И вы сегодня, если мы финансы, эти 230 тысяч будем направлять на содержание преподавателя гагаузского языка, мы не сможем содержать этих, нам будет очень сложно это сделать. Поэтому я все-таки призываю, вы как правильно сказали, что Европейский Союз поддерживает продвижение культуры и нацменьшинства. Но я хочу, чтобы и правительство наше тоже поддерживало, не только Европейский Союз. Поэтому я обращаюсь
просьбой все-таки пересмотреть вот этот приказ и включить туда. Назовите родного языка, как вы посчитаете нужным. Но мы должны сохранять наш гагаузский язык. И не только на словах, но мы это должны делать и на деле. Да. Господин Воды, я передаю слово вам. Прошу прощения, что вы выслушали сразу два мнения друг за другом. Да, пожалуйста, Наталья, просто уже подстраиваемся под ваше время, уже неудобно. Есть и положительное в этом приказе, но еще есть другие подводные камни. Дело в том, что даже если мы говорим о преподавателе румынского языка, у нас было 0,25 ставки на группу с 3 лет. В этом новом приказе 0,2 с 4 лет. То есть уже вот здесь вам, господин примар, придется где-то зажиматься и сохранить преподавание румынского языка на том уровне, на каком оно было. Сократили музыкальных работников. Если у нас раньше было 0,25 на одну группу, сейчас 0,3 на 2 группы. Почти пополам. То есть, понимаете, было 2 дворника, сейчас 1 дворник на 1 гектар. У нас нет садиков на 1 гектар, то есть это 1 дворник. То есть вот столько есть уже таких проблем всплывает в этом штатном расписании, которые нужно будет решать, да, хотя номинально эти должности остались. А еще изыскивать средства для того, чтобы вводить дополнительные, это очень большая проблема, господин Водный. Мы очень надеемся, что наша сегодняшняя встреча с вами решит. Мне кажется, это совсем небольшой, несложный вопрос для разрешения. Абсолютно. А для нас это очень важный вопрос. Очень важный. Для нашего совместной работы, мне кажется, что оно требует разрешения. Обязательно. Благодарю, Наталья Николаевна. Пожалуйста, господин Вода. Да, уважаемые коллеги, вы знаете, я хочу, чтобы гагауз Дили был не только языком, о котором мы говорим в контексте того, что количество его носителей уменьшается, что молодежь на нем не говорит. Когда находимся в селах и в городах Гагаузии, на нем не написано даже название там города или название улиц. Я хотел бы, чтобы каждый раз, когда... Приезжайте, мы поедем вместе, господин Вода. Приезжайте, мы поедем. Мы ездили, мы часто разъезжаем. Например, когда мы были недавно даже в поездках, мы видели, что, к сожалению, не все надписи на гагаузском языке, и это важно. И сегодня я начал свой разговор с того, что старшее поколение бабушек, да, это то поколение, которое без указов министров, которое без каких-то там, не знаю, программ, они могли передать с молоком матери гагаузский язык, гагаузскую культуру. И об этом знает каждый гагауз, который любит и уважает свой язык и свою культуру. Недавно были разные предложения введены, например, закон о расширении сферы применения гагаузского языка, который предусматривает конкретные меры, предметы в начальных классах преподаваться на гагаузском языке, чтобы депутаты Народного собрания могли общаться, советники Башкана, другие члены исполкома, официальные лица, чтобы могли говорить на гагаузском. Я с уважением смотрел на тот факт, что интервью для официальных лиц автономии проводится на гагаузском языке. Как я общаюсь на официальном языке нашей страны, румынском языке, так и должны общаться и официальные лица региона. Это важно, потому что так мы продвигаем конкретно этот язык. Я услышал все мнения. Мне кажется, то, что мы сегодня обсудили, это важно для людей. И я хочу подчеркнуть еще раз со всей ответственностью то, что сказал коллега Дан Перчун, министр образования, которого вы сегодня тоже упомянули в эфире, человек, который услышал ваши потребности, что гагаузский язык не будет исключен из образовательной программы детских садов. И это является краеугольным камнем тех решений, которые принимаются центральными властями. Теперь президент страны недавно говорил о государственной программе. Мы обязательно все проверим. Все, что я сегодня услышал, мы проверим, мы доведем до ответственных лиц. Нужно сотрудничать, нужно работать вместе в смысле того, что мы должны продвигать истину и помощь друг друга, так как мы являемся одной семьей граждан, которые любят свою культуру, свою идентичность и свои традиции. И сегодня господин примар говорил о тех европейских проектах. Я очень рад,
рад, что еще один примар из автономии, из гагаузской автономии подчеркнул тот факт, что европейская помощь, европейские ресурсы, европейские деньги налогоплательщиков, таких людей, как мы все, помогают развивать гагаузский язык, больницы, школы, дороги, на которых мы все ездим, и помогают развивать регион. И это реальность, в которой мы живем. И по поводу Гагауздили, я буду очень рад, если... Гагауздили, господин Воды, Гагауздили, ничего страшного, но я просто так вот... Да, спасибо большое, чтобы мы все вместе работали над тем, чтобы больше людей знали, уважали и общались на этом языке. С глубоким уважением ко всем гагаузам, носителям этого языка, и для всех тех, кто могут помочь в этом содействии. И мы будем, как всегда, помогать, поддерживать и находить решения. Решения часто находятся не в разговорах на телевидении только, ну и это важно, но в открытом общении. Наше Министерство образования открыто и будет сотрудничать, будет работать не только с официальными письмами, а на человеческом уровне, держать контакт, чтобы находить решения всем вместе. Я благодарю вас, господин Воды, за то, что вы нашли сегодня время для того, чтобы побыть с нами, побыть в этой студии, участвовать с нами в дискуссии. Я хочу отметить, что все дети в гагаузской автономии говорят на родном гагаузском языке. Также они прекрасно говорят на молдавском языке, на русском языке, изучают иностранные языки. Это богатство наше. Плачере, кумулте, респекте, лавой. Я хочу отметить, например, что молдавский язык мне давался намного легче, но гагаузский язык все равно я люблю. Он в глубине у каждого из нас, кто родился на гагаузской земле. Мы вас ждем здесь и надеемся на то, что мы в Республике Молдова всегда будем находить язык для общения. Он у нас есть, поверьте, площадка также есть. Для этого существует общественно-вещательная компания ГРТ, для того, чтобы продвигать свой гагаузский язык. Ну а любые деньги, которые приходят в гагаузскую автономию, используются только для блага жителей гагаузской автономии. Господин Воды, мы ждем обратную связь, мы всегда вам рады. Наш телефон вы знаете, ждем вас. И еще раз большое вам спасибо, с большим уважением. Мартишор — это тоже наша гордость. Я хочу отметить, вот вы сказали про концерты. Несколько концертов на территории гагаузской автономии прошли именно под названием «Мартишор-2025». Мы очень любим Министерство эту легенду. культуры, которое организовало эти концерты. Мы действительно, не только Министерство культуры, практически в каждом доме культуры были организованы концерты. Вы можете посмотреть у нас на канале ГРТ, есть и в детских садах, на самом деле. И этот праздник нам привили вместе с молоком матери. Поверьте, ту школу, которую я заканчивала, 1 марта, это у нас всегда, мы это помним, знаем. Поверьте, мы любим все праздники всех людей на нашей земле. Благодарю вас. Давайте за мир. Спасибо большое. Да, за мир. До свидания. Спасибо большое вам. Уважаемые гости, у нас остается буквально пару минут для того, чтобы подытожить все высказывания. Конечно же, уже о господине Воды мы не будем говорить, потому что он отключился от нас с вами. Я напомню для наших телезрителей, что путем видеосвязи сегодня с нами был господин Воды, Даниэль Воды, пресс-секретарь правительства Республики Молдова. В студии остались наши глубоко уважаемые гости. Наталья Николаевна, сгрустнули вы в конце программы. Я знаю, что тема, конечно, резонансная. Она уже несколько дней не оставляет вас, я думаю, равнодушной, спокойной. Вы за все переживаете. Я знаю, вас уже очень много лет. Благодарю вас от лица всех родителей за то, что вы так трепетно относитесь к процессу образования в нашей автономии. Вот что бы вы сказали в завершении нашей программы, Наталья Николаевна? Меня эта тема тревожит не только последние пару дней, она меня тревожит всегда, на протяжении всей моей жизни, потому что и меня лишили возможности, я ни на день не уехала из Гагаузии, с этой земли, я здесь родилась, выросла, и меня лишили возможности изучать гагаузский язык. Это тоже какие-то были политические игры. Да, я его учила на улице вместе со своими друзьями и не имела возможности учить его на хорошем уровне. Поэтому для меня очень важно, чтобы у нас в автономии дети, взрослые в семьях говорили на гагаузском языке, на других своих родных языках, чтобы знали государственный язык, потому что его знания открывают дороги перед нашими детьми, знали хорошо иностранные языки. Просто здесь нужно, понимаете, правильно смотреть, наверное, на эти вещи.
без эмоций, без политики, Трезво. без взаимных обвинений и так далее. Вы знаете, даже, может быть, эта тема не всплыла бы вот так ярко, так резко, если бы не было вот этих всех последних заявлений. Потому что мы знали об этом приказе с февраля месяца. С февраля месяца мы его обсуждаем и думаем, как обойти эти острые углы, как все это сохранить. Понимаете, но когда вот пошли вот эти все громкие заявления о том, как все хотят и как мы не хотим его развивать, вот действительно захотелось об этом, обо всем сказать, что мы и сделали. Поэтому нам нужно быть всем вместе. Нам не внешних врагов или недоброжелателей нужно бояться. Понимаете? Нам нужно быть самими едиными, и когда мы будем вместе, тогда будет все у нас нормально. Сегодня на нашей планете более 7 тысяч языков. Из них половина занесено вот в этот атлас ЮНЕСКО. И есть две категории. Есть исчезающие языки, а есть языки, находящиеся под угрозой исчезновения. И гагаузский язык внесен как раз во вторую группу. И язык, исходя из мировой практики, исчезает, когда заканчиваются люди, носители этих языков. И нам сейчас наш коллега говорил о том, что молодежь уезжает. Да, молодежь уезжает. Когда молодежь будет оставаться, тогда и язык будет жить. Понимаете, нам над этим нужно думать, как укрепить экономическую нашу основу, чтобы у нас были рабочие места, чтобы у нас дети не уезжали, чтобы нам было где учиться. Благодарю вас, Наталья Николаевна. Поэтому вот очень просто патриотично. нужно всем смотреть в одном направлении и немножко повернуться друг к другу лицом. Вот и все. И тогда все у нас получится. Все не так плохо, как кажется. Елена Федоровна не даст соврать. Меняется отношение к языку. Очень меняется. Дети по-другому к нему относятся. Студенты, я работаю в университете, я иду по коридору, я слышу, как дети между собой, взрослые, парни, девушки говорят на гагаузском языке, понимаете? Но сейчас на пике находится. Вот Конечно. прямо сейчас в самом, вот мы пришли к тому, когда начал хотеть население, ученики. Совершенно верно. Как родители раньше к этому относились, все равно сейчас. Взять А это мы сейчас привыкли вот такой негатив нести, понимаете? И я говорю, что в таких ситуациях просто вот иногда хочется по-народному сказать: не помогайте, но хотя бы не мешайте нам. Я уверена, что эту программу посмотрят, нас услышат, Наталья Николаевна. Почему-то у меня вот такое ощущение. Елена Федоровна, если вы еще пару предложений. Я хочу сказать слова благодарности всей той большой армии педагогов, гагаузов, потому что не было, ничего не было. Не было ни дипломов таких, не было ни специальностей таких. И как это все становилось, и сегодня говорить о том, что мы их сегодня вот дошли до пика, когда довели вот до вот, понимаете, максимум, когда уже осталось просто получать удовольствие от работы, которую выполнили все, начиная с детских садов и университетом заканчивая, потому что везде поднято на должный уровень. И большое спасибо, потому что большая часть их стояла у истоков, и сегодня еще работают люди, и они знают, какой путь они прошли. Я просто слова благодарности и большого уважения к таким людям. И спасибо Наталье Николаевне, она всегда с нами, она возглавляет эту большую армию. И просто так этот вопрос, конечно, не останется. И люди переживают. Сегодня на местах люди очень сильно переживают за свои рабочие места. И хочу сказать, что... Да, Наталья Николаевна, что все-таки Все будет хорошо. Все будет хорошо, я уверена. решен положительно. Хорошо. И наши дети, и много-много поколений еще будут изучать свой родной язык. Благодарю вас, Елена Спасибо, Федоровна. что Благодарю вас, пригласили. Наталья Николаевна. Господин Мош, Михаил Петрович местный, наш, камрадский, примар села Бишалма. Спасибо за приглашение. Хочу сказать, что обсудили очень важную тему. И я надеюсь на то, что заявления будут, те, что сделаны руководством республики, будут совпадать с делами. И нас не оставят один на один с нашими проблемами и будут нам поддерживать. Для нас очень важна поддержка не только словами, но в том числе и финансовая поддержка. Поэтому мы надеемся на поддержку. Мы с нашей стороны мы тоже готовы сотрудничать, готовы писать проекты, но необходима взаимопомощь. Поэтому очень надеемся на то, что это будет взаимная работа во благо нашей Гагаузии. Благодарю вас, Валерий Иванович. Михаил Петрович, вы как журналист, как общественный деятель, всегда следите за всем, всегда в курсе событий. И вы вчера один из
были из тех первых лиц, которые высказывали, говорили об этой ситуации, которая возникла со всех площадок. Очень, кстати, мне понравилось, что все-таки Гаагузское общество показало в этот день такую вот мощь. Куда бы ни зашла, на какую страничку бы ни попала, везде была эта информация. Все комментировали. Вы знаете, Ирина, я вас тоже хочу поблагодарить. Телеканал ГРТ, что вы действительно все эти годы, вы правильно Даниэлу сказали, что в принципе это единственная телекомпания, которая в мире вещает на нашем родном гагаузском языке. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить нашего регионального министра образования Наталью Николаевну. И в ее лице, вот Елена Федоровна здесь, нету Анны Васильевны и многих других руководителей садиков. Ведь действительно наши отцы-основатели, когда создавали гагаузскую государственность в виде автономии, и тут, знаете, очень важно, когда руководитель образования сам об этом сейчас признался, что у нее не было такой возможности. У моих родителей не было такой возможности. У наших детей есть такая возможность. И как-то в одной из дискуссий Катя Жекова, Екатерина Федоровна, была тоже у вас руководителем, да? Не у меня, у нашей компании ГРТ. И вот они встречали президента, она как-то, я помню, то ли в 17 году она депутатом была Народного собрания, когда этот закон, помните, о расширении... 18-й, да? Ну, в 17 году была уже дискуссия, университет, мы общественники. И вот речь была там, Леонид Добров тогда сказал, что это должно... вы нас приглашали, помните? Да, мы тогда эти дискуссии поднимали в каждом садике, в каждой школе. Наталья Николаевна, вы же помните, мы вместе с вами это все... Я еще не работала, но вы же причастна как бы причастны были к этому всему. Я к чему сейчас... я думаю, студия поймет, о чем я говорю. И речь идет о моде. То есть гагаузский язык стал, то, что сейчас Елена Петровна, стал некой модой. Дети стали влюбляться в этот язык. В семьях начали говорить об этом языке. Громко начали заявлять, не только моя семья. Вы очень правильно говорите. Мы можем не только в университете, мы можем на улице это все услышать уже. И тут я хотел бы, Даниэл однозначно посмотрит эфир до конца. Я знаю Даниэла, он мониторит это все. Я хочу сказать, не знаю, где вы ездите по гагаузской автономии и говорите, что вот не слышна гагаузская речь. Но я, Наталья Николаевна не даст соврать, я хожу, очень много хожу по селам, по школам, и потому что я занимаюсь этим плотно. Отцы-основатели поручили нам заниматься этим плотно. Елена Федоровна не даст соврать, мы ходим, мы смотрим. Меня недавно Анна Васильевна пригласила в 9-й садик, это самое. То есть речь гагаузская, она сейчас, вот она наверху. Она на пике сейчас. И сейчас там правильно не поняли, якобы фейканули. Мне очень понравилось, мэр, как Валерий Иванович здесь сказал, что это действительно, ребят, но есть приказ. О каком фейке может идти речь? Сейчас опять шайбу кидают, якобы вот в Гагаузе, опять там что-то не так поняли и неправильно транслируют. Вот тут Наталья Николаевна четко заявила, что даже не хотели из этого делать политику. С февраля терпели. И мы, общественники, тоже из этого не хотели делать политику, учитывая, что недавно в Авдарму была, вас не пригласили, но другие СМИ же были. Вот, наверное, нужно с тех представителей, которые были на этой встрече, просить также прокомментировать эту ситуацию. Обязательно, о чем они говорили, обязательно. знать? Вот через вашу студию я обращаюсь и к ним, пусть прокомментируют, пусть попросят. У них есть прямой эфир там, у них есть прямая возможность поговорить не только с Перчуном министром, но и с президентом. Я заканчиваю мысль, что вот эту сегодняшнюю тему мы подняли на самый верх. И то, что модератором был сегодня Даниэл Вода, а он является... Модератором была я, он был спикером. Я имею в виду модератором со стороны... От лица правительства. Хорошо, что подчеркнули эти важные вещи. Что сегодня не получится уже увильнуть, что вот эту тему никто не поднял, и эта тема как-то осталась за бортом. Я хочу отметить, господин Влах, что вот практически всегда поднимает трубку, идет на контакт господин Вода. Что, плохо? Я хочу подчеркнуть, что и мы надеемся, что в скором времени мы получим тот или иной ответ. Снова встретимся, соберемся в этой студии для того, чтобы обсудить дальше эту ситуацию. Уверены, что эту информацию передадут и господину Перчун. Я просто хотел мысль, вы у меня сорвали. Ведь тут в этом законе, вот Наталья Николаевна, если правильно ее поняли, и Елена Федоровна тоже подчеркнула,
подчеркнула, тут речь не идет только о нашем родном языке. Вы посмотрите, как перевернули даже государственный язык, там с 20% на 0,2 оставили, с 3 на 4 годика. То есть здесь надо пересмотреть не только по нашему языку, а в целом оставить, сохранить как есть. Мы обращаемся, я думаю, что, Даниил, вы нас смотрите, вы обязательно вернитесь ко всей повестке. Сейчас не только речь идет о гагаузском языке, я правильно говорю, Наталья Александровна? Совершенно верно. То есть пострадают и учителя государственного языка тоже в своей нагрузке учебной. Они тоже пострадают. А так, спасибо, что пригласили, Ирина, за эту студию. Я благодарю вас, уважаемые гости. Ана дели татлы бал. Лимба нуастра окомара. Согласно данным ООН, каждые 2 недели в мире исчезает один язык. Это очень важно знать и помнить. И все-таки без языка нет народа. Это тоже очень важный и нужный слоган. Я благодарю вас, уважаемые телезрители, за то, что вы большой отрезок времени были с нами в студии, смотрели нашу с вами программу, нашу дискуссию с нашими гостями. Я хочу напомнить, что сегодня в студии у нас были Наталья Кристева, начальник главного управления образования Гагаузии, Елена Патраман, менеджер детского сада номер 5 Муниципий Камрад, Михаил Влах, общественный деятель, журналист, и примар села Бишалма Валерий Мош. По видеосвязи с нами был Даниэль Воды, пресс-секретарь правительства Республики Молдова. Это была программа «Обсуждаем вместе» на канале ГРТ. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. До встречи.